В своем ежегодном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин обозначил важнейшие задачи, которые сегодня стоят перед нашей страной и касаются каждого гражданина России. Отдельно глава государства выделил тему специальной военной операции и ситуации, которая сегодня сложилась на международной арене. Глава государства Владимир Путин поблагодарил всех военнослужащих, добровольцев, которые сегодня блестяще выполняют поставленные президентом задачи и защищают интересы нашей страны. Россия никогда никому не диктовала свои правила и не вмешивалась в дела государства, в отличие от Запада. Владимир Путин отмечает, специальная операция была необходима, чтобы защитить людей, которые долгие годы жили под жестоким влиянием киевского режима. Отстаивать свои интересы наша страна продолжит и будет это делать аккуратно и последовательно. Мы были открыты, искренне готовы к конструктивному диалогу с Западом. Говорили, настаивали на том, что и Европа, и весь мир нуждаются в неделимой, равной для всех государств системе безопасности. И много лет предлагали нашим партнерам вместе обсудить эту идею, работать над ее реализацией. Но в ответ получали невнятную, либо лицемерную реакцию. Это что касается слов. Но были и конкретные действия. Это расширение НАТО к нашим границам, создание новых позиционных районов противоракетной обороны в Европе и Азии. Зонтиком решили прикрыться от нас. Это развертывание военных контингентов, причем не только у границ России. Для России в приоритете ее границы и безопасность граждан. Запад всем навязывает свои законы и методы ведения власти. Нет ни одной страны в мире, кроме нашей, где США не пыталась бы установить свои правила, отмечает президент. Я хочу подчеркнуть, да, собственно говоря, это хорошо всем известно. Ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у Соединенных Штатов Америки. Их сотни, я хочу это подчеркнуть, сотни баз по всему миру. Вся планета утыкана. Достаточно только взглянуть на карту. Весь мир был свидетелем того, как они выходили из фундаментальных соглашений в сфере вооружений, включая договор о ракетах средней и меньшей дальности. В одностороннем порядке разрывали основополагающие соглашения, поддерживающие мир на планете. Украину и как таран против России, и как полигон. Я не буду сейчас детально останавливаться на попытках Запада переломить ход боевых действий, на их планах по наращиванию военных поставок. Всем и так это хорошо известно. Но одно обстоятельство должно быть: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно. Элиты Запада не скрывают своей цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и все это понимаем. И соответствующим образом будем на это реагировать. Президент отметил, сила в единстве сегодня в историческое время для нашей страны. Каждый патриот своей родины проявил мужество и доблесть. Особо президент благодарит всех участников спецоперации, военных, врачей, журналистов, которые рассказывают о том, что действительно происходит в зоне СВО, учителей освобожденных территорий, которые работают в сложных условиях, и всех, кто помогает морально и финансово военнослужащим. Владимир Путин отмечает, что гордится нашей многонациональной страной. Низкий поклон родителям, женам. Низкий поклон родителям, женам, семьям наших защитников, врачам и фельдшерам, санинструкторам, медсестрам, которые спасают раненых, железнодорожникам и водителям, которые снабжают фронт, строителям, которые возводят укрепления, восстанавливают жилье, дороги, гражданские объекты, рабочим и инженерам оборонных заводов, которые работают сейчас практически круглосуточно, в несколько смен, сельским труженикам, которые надежно обеспечивают продовольственную безопасность страны. Я благодарю учителей, которые искренне заботятся о молодых поколениях России. Особенно тех преподавателей, кто работает в сложнейших, по сути, прифронтовых условиях.
деятели культуры, которые приезжают в зону боевых действий, в госпитали, чтобы поддержать солдат и офицеров, волонтеров, которые помогают фронту и мирным жителям, журналистов, прежде всего, конечно, военных корреспондентов, которые рискуют на передовой, чтобы рассказать всему миру правду, пастырей российских традиционных религий, военных священников, чье мудрое слово поддерживает и вдохновляет людей, государственных служащих и предпринимателей, всех, кто исполняет свой профессиональный, гражданский и просто человеческий долг. Особые слова. Особые слова жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Вы сами, дорогие друзья, вы сами определили свое будущее на референдумах. Сделали твердый выбор, несмотря на угрозы и террор неонацистов. Важно поддержать всех, кто сегодня отстаивает интересы нашей страны в ходе СВО. В России будет создан специальный государственный фонд. Президент поручил в кратчайшие сроки создать программу и начать работу. Также за каждым ветераном должен быть закреплен социальный работник. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты. Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Отдельная, важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается. Я прошу правительство совместно с комиссией Госсовета по социальным вопросам, по социальной политике, регионами в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы. Работа Государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи простым, по принципу одного окна, без казенщины и бюрократии. В приоритете для нашей страны социально-экономическое развитие. Оно коснется всех субъектов, в том числе и освобожденных российских территорий. Сегодня важно продолжить работу по обеспечению экономической безопасности. Президент отмечает, Запад хотел, чтобы Россия страдала, но нам удалось выйти достойно из сложившейся ситуации и наращивать производство. Работа в этом темпе должна продолжиться и дальше. На первый план выходят новые перспективные глобальные рынки, включая АТР, наш собственный внутренний рынок, научная, технологическая, кадровая база. Не поставки сырья за рубеж, а производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это позволяет раскрыть громадный потенциал России во всех сферах и областях. Уже в этом году прогнозируется солидный рост внутреннего спроса. Уверен, наша компания воспользуется этой возможностью, чтобы нарастить производство, выпуск самой востребованной продукции, занять ниши, которые освободились или освобождаются после ухода западных компаний. Сегодня мы видим всю полноту картины. Понимаем те структурные проблемы, которые нам необходимо решать в логистике, технологиях, в финансах, в кадрах. Мы много постоянно говорили об необходимости изменения структуры нашей экономики за последние годы. А сейчас эти изменения – это жизненная необходимость. И это меняет ситуацию, и в данном случае к лучшему. Мы знаем, что необходимо делать для уверенного поступательного развития России. И причем именно суверенного, независимого развития, вопреки любому внешнему давлению и угрозам, с надежной гарантией безопасности и интересов государства. Обращаю внимание и хочу это особо подчеркнуть. Смысл нашей работы – приспособиться к текущим условиям. Стратегическая задача – вывести нашу экономику на новые рубежи.
Сейчас все меняется, причем меняется очень-очень быстро. Это время не только вызовов, но и возможностей. Программа газификации должна быть доступна каждому россиянину. Особое внимание в этом году уделят системе ЖКХ. Бесплатной газификации. Уже принято решение распространить ее на социальные объекты. Детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. А для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе. Они всегда смогут обратиться за подключением. Смогут обратиться за подключением своего дома к сетям газоснабжения. С этого года начинается большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 триллионов рублей. Ну, мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера. Надо работать и будем это делать. Коснуться глава государства социального обеспечения семей. С 1 февраля в России проиндексирован материнский капитал. Он станет доступен и семьям, которые проживают на освобожденных территориях. Каждый, у кого в семье есть дети 2007 года рождения, может рассчитывать на меру поддержки государства. С 1 января 2024 года в России будет увеличен минимальный размер оплаты труда. Отдельно остановлюсь на поддержке детства и российских семей. Отмечу, что так называемый детский бюджет или объем бюджетных расходов на поддержку семей в России за последние годы вырос не в какие-то проценты, в разы. Он является самым быстро растущим разделом главного финансового документа страны – бюджета, закона о бюджете. Хочу поблагодарить парламентариев и правительство за такое единое, консолидированное понимание наших национальных приоритетов. С 1 февраля материнский капитал в России вновь проиндексирован. Как мы и говорили, на величину фактической инфляции за прошлый год, то есть на 11,9%. Право на такую меру поддержки теперь есть и у граждан России, жителей новых субъектов Федерации. Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года. То есть с того момента, как эта программа началась по всей России. Напомню, такое же решение мы приняли в свое время и для жителей Крыма и Севастополя. Мы продолжим реализацию масштабных программ, нацеленных на повышение благосостояния российских семей. Подчеркну, перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача – обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России. Важный индикатор. Точка отсчета здесь – это минимальный размер оплаты труда, как мы хорошо понимаем. В прошлом году он был повышен дважды, в сумме почти на 20%. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. В этом году регионам России будут выделены средства на техническое оснащение медучреждений, в частности, на приобретение санитарных автомобилей. Продолжится также работа по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений. Мы запустили большую программу обновления школ. К концу этого года в общей сложности будет приведено в порядок почти 3500 школьных зданий. Обращаю внимание, из них большая часть в сельских территориях. Мы специально это сделаем. Работа также разворачивается в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Она значимая, видимая. Люди реально видят, что происходит. Это очень хорошо. С 2025 года федеральные средства на ремонт и обновление детских садов, школ, техникумов и колледжей будут выделяться регионам на регулярной основе, чтобы в принципе не допускать ситуации, когда здания оказываются в запущенном состоянии. Далее. Мы поставили значимую цель за период с 2019 по 2024 год построить более 1300 новых школ. 850 из них уже открыто. Планируется, что в текущем году будет введено еще 400. Прошу регионы эти планы выдерживать, четко выдерживать. Объем финансирования этой программы из федерального бюджета с 2019 года
по 2024 почти 490 миллиардов рублей. И мы эти расходы не снижаем. Мы это все сохраним. В этом году мы нарастили объем инфраструктурных бюджетов. Направляем дополнительно, хочу это подчеркнуть, не так, как планировали раньше, а дополнительно 250 миллиардов рублей на развитие транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры в регионах. Поручаю правительству выделить плюсом к этим средствам еще 50 миллиардов рублей. Они целевым образом пойдут на обновление в текущем году общественного транспорта в субъекты федерации, причем на основе современных технологий. Важная тема – безопасность нашей страны. Россия ответит на любые вызовы и будет защищать интересы своих граждан. Правда, за нами никто и никогда не посмеет диктовать нашей стране свои условия и методы, отметил Владимир Путин. Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей. Они отправляют на передовую медикаменты, средства связи, снаряжение, транспорт, теплые вещи, маскировочные сети и так далее. Все, что помогает сохранить жизни наших ребят. Знаю, как письма детей, школьников согревают фронтовиков. Они берут их как самое дорогое, потому что берут с собой в бой, как самое дорогое. Потому что искренность и чистота детских пожеланий трогают до слез. У бойцов крепнет понимание, ради чего они сражаются, кого защищают. Очень значимо для воинов и их семей, для мирных жителей и та забота, которая окружает их волонтеры. С самого начала спецоперации они действуют смело и решительно. Под огнем, обстрелами выводят из подвалов детей, стариков, всех, кто оказался в беде. Доставляли в горячие точки и делают это до сих пор еду, воду, одежду. Разворачивают для беженцев центры гуманитарной помощи. Помогают в полевых госпиталях и на линии боевого соприкосновения. Рискуя собой, спасают и продолжают спасать других. Только инициатива «Все для победы» собрала более 5 миллиардов рублей. Такой поток пожертвований идет постоянно. Одинаково важен вклад каждого. И крупные компании, и предпринимателей, но особенно трогают и вдохновляют, когда ситуация, когда люди со скромными доходами перечисляют часть своих сбережений, зарплат и пенсий. Такое единение для помощи нашим воинам, мирным жителям в зоне боевых действий, беженцам дорогого стоит. Спасибо вам за эту искреннюю поддержку, сплоченность, взаимовыручку. Их невозможно переоценить. Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один большой и сплоченный народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда за нами. В прошлом своем послании Федеральному собранию глава государства Владимир Путин дал 38 поручений. В этом году президентом также обозначены задачи, которые необходимо правительству и Федеральному собранию решить в ближайшее время. Это и поддержка материнства и детства, задачи социально-экономического развития и специальной военной операции. Рина Цачоева, Хамзат Халухоев. Новости 24.